Ассаламу алейкум. Эфир телеканала «Путь» продолжает итоговая программа «Неделя». В студии Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Чеченская республика переходит на одноуровневую систему местного самоуправления и готовится к предстоящим выборам. Эти и другие вопросы Рамзан Хаджи Кадыров обсудил на совещании с главами районов. Региональный общественный фонд провел очередную благотворительную акцию. В этот раз помощь получили остро нуждающиеся жители республики. Будущие знатоки Корана встретились на татами. В Грозном прошел республиканский турнир по дзюдо. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дядя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. شعبا متبوهرة هوكسيلا بطن جوحة دار شيسيلا دوشتوچو أوران جوح بيلغالدين سخز بركتي آية درجة آيات بركتي دو ويلچن عليه الصلاة والسلام دزل لغوش دا قوش دوستين دوشتول آية إذا ويمذهب داس إمام شافعي شو الله ديل ريس خلتنا إلچن حقه صلى الله عليه وسلم تندزل بيلغالديش إتسا آية خلتي تؤرمدر قطع أتدوش شيسون حقه إمسر الوزخلر دال سحني بايمري حقه الدو ترجشي حقه آلا أولوشة دليل كان دزل قش داخل داشتول آية إذا وين مسرنا دوزش بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرآن شوح دزق اسم تح دال ويق هردي مدي أول شخنح يا أيها الذين آمنوا هيديل إيمان دل نخ إقاي قنبوي سوطع هرديلش هرمديلش أول هوتان آية أحدالة يا أيها الذين آمنوا آلي حلقة إن الله وملائكته بقى الله وسيلة وشول الله ديله تن ملائكة شه بايمان صلوات دلش دشون أخبوه دال يا أيها الذين آمنوا هيديل إيمان ديل النخ أشاء ديل أش ديل يلشن عليه الصلاة والسلام صلوات الله يسهل عيوشل عمل إبركتي بولخة دال وين أبلنا شا صلوات دلشو الله شاهدين شلت يح. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили коллективный намаз. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с главами районов республики. Обсудили вопросы перехода на одноуровневую систему местного самоуправления и подготовки к предстоящим выборам. По итогам встречи были приняты важные решения и обозначены основные направления дальнейшей работы. Сюжет Висхана Закриева. С докладом по первому вопросу повестки выступил руководитель администрации главы и правительства Чеченской республики Галас Таймасханов. Он рассказал о реализации перехода к новой системе управления. Реформа осуществляется постепенно. Действующие органы продолжат работу до формирования новых структур, что обеспечивает стабильность и повышение эффективности управления, отметил Таймасханов. Шадыш маршрут объективен, обсудить вопрос перехода на одноуровневую модель местного самоуправления. Территориальные округа образовываются, а их границы утверждаются законом Чеченской Республики. Кроме того, все населенные пункты законопроектом относятся к административно-территориальным единицам. Таким образом, муниципальные округа в Чеченской Республике созданы. В связи с досрочным прекращением с 1 января 2026 года полномочий органов местного самоуправления поселений и муниципальных районов в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона Чеченской Республики номер 41 полномочия органов местного самоуправления исполняются органами местного самоуправления в соответствующих поселениях и муниципальных районов до формирования органов местного самоуправления. О ходе подготовки к единому дню голосования доложил председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Умар Байханов. Он сообщил, что 20 сентября 2026 года на территории республики пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, главы республики и депутатов парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных округов и города Грозного. Он также подчеркнул, что подготовка к выборам ведется в плановом режиме с использованием избирательной инфраструктуры и современных технологий, обеспечивающих прозрачность и доступность голосования.
Благодаря слаженной работе команды Ахмад Хаджи Кадырова и вашему руководству, Рамзан Ахматович, при проведении выборов Чеченская Республика всегда традиционно показывала высокую организованность выборов, лучший результат явки избирателей по всей России, без каких-либо нарушений. Уверен, что на этот раз Республика покажет высокий результат. О подготовительной работе по переходу на одноуровневую бюджетную систему рассказал вице-премьер, министр финансов Чеченской Республики Султан Тагаев. Он отметил, что закон о бюджете Чеченской Республики на 2026 год и плановые периоды на 2027 по 2028 годы был полностью сформирован и получил одобрение Минфина России с учетом новых требований одноуровневой бюджетной системы. Органы Чеченской Республики проведены соответствующие мероприятия в тесном взаимодействии с администрацией главы и правительства Чеченской Республики. Создана межведомственная комиссия с участием органов местного самоуправления, обсудили передаваемые и принимаемые дополнительные полномочия в соответствии данного федерального закона, обсудили новый порядок формирования территориальных органов, а также формирование нового бюджета в соответствии с законом 33 ФЗ и провели соответствующие мероприятия. Рамзан Хаджи Кадыров особо отметил, что предстоящее голосование будет многоуровневым и сложным. Жителям предстоит выбирать власть на всех уровнях. Глава региона поручил усилить разъяснительную работу с избирателями. Координировать работу всех министерств и ведомств в данном направлении будет заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Глава республики, депутаты Государственной Думы, депутаты парламента, муниципальное образование, кандидаты в тестация бюджета, маршальная нация, интернет شنو يازي شنو ديزادوش عشبو ناخد أتيش ملجوه خيران بيشتغل شنو تدو اشتغل بدي سلاح دي اشتغل عودرم بيش ويجيش إذن أهل داك بيش وصل بدي سلاح دي شنو يقطع لقيان دابي ناقط وداسان شنو وي ناقصي با تعدوي شي ناقصي عوش قليت لازم نتسلان شو لازم بيدس بيداني هو نادو تعدوي شاش نو تازن قميال دي شو بابا بيز ناخد دوزي قيت ولا زام سيخي لازم المل الدنيا جو ضيق شعب ولا نعبو رسيب عشان قبيل أدمل كتير بوش سنوات تندل وما هول مثلا تعاد ويبرش لقاسي كيشن بابيز بريسيا يزتي شو هذا يدور هذا الشيء حازم بيل بوال ملخود участвует еще что. В завершение Рамзан Хаджи Кадыров поручил руководителям органов власти активно участвовать в телевизионных прямых эфирах в рамках программы «Особый разговор» на ЧГТРК Грозный. Это позволит оперативно реагировать на обращения граждан и давать содержательные ответы в режиме реального времени. Висхан Закриев, Сайдамин Ибрагимов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Главной темой встречи стала координация работы всех министерств и ведомств для обеспечения прозрачной и слаженной организации голосования. Подробнее в сюжете Лианы Хаджиевой. В этом году в Чеченской Республике пройдут важные избирательные кампании. В регионе насчитывается более 850 тысяч избирателей. Об этом в ходе рабочей встречи с главой региона доложил вице-премьер-министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Выборы сентября ходишь, а там главное حقيقة لازم تشدش في الوبر مو سيتواسيون مو لابريش بويد проблемы شوداس هنا وصل يشتغل لهم كاتب وزن. Вице-премьер должность Ахмад Ажинир да лазер то болдой. Зюк должностью. عملها بالتيش معي البوزيشن زنيتن هون يضيع حدا مخلص صدا لا ترصدا قرص حكوك باقت وهو صندوق دزلدو يقسيل اليودير خلقته هون يضيع يعني عايش خليتن دقاتيش ببرنامج ماش دا الله على يعش صوت عدد كن دولدي قرش قوش ده وصدق. В центре внимания информационная политика и противодействие фейкам. В регионе активированы прямые эфиры с представителями власти, где они отвечают на все вопросы граждан. Такая практика, по словам Дудаева, помогает пресекать попытки манипуляции общественным мнением и повышает доверие населения. В общем, информационной политике дух харц информации. Так, дух вброш нах либо нах манипулировать, баду информация хул и арчайна.
Войн цунагушел за решение, рецепт для решения этой проблемы наглиться будет. Войн гуштега, снага ценный диалог халар. До так у всех руководителей на всех уровнях снага обратная связь хальча и наглиться будет. Вот он на остал хардуа. И решение вот он это уже на вояж поручение с 2019 года прямой эфир шу Рамзан матч. А больше очень это один хор кирнага, сам министр, глава, руководитель управления в прямом эфире вахуй и прямой эфире вору оли шехода халадун анонсировать о республике интернет, чуа телевидение, радио, нагаше долго прош хада это оли. Кичем бо так глава района вала из района тадуэл на цене мелдеша кичем бо хуа прош важнее. Прямой эфире вахуй без фильтрации любой отстег. Шедол хаттер тюм телефон туан так WhatsApp чуязин хаттер дал ишхол. 2026 год объявлен годом единства народа в России. В республике проживают представители 88 национальностей и разных конфессий. Ахмед Дудаев подчеркнул, что планируется расширить поддержку сохранения и популяризацию национальной и культурной идентичности народов региона. Республики, представителей 88 национальностей, убежищ, десятки тысяч нахбуш, так православные, мусульмане, разные нахбол, нахбо, так церковь функционировать, еще 11 национально-культурных центров, 6 национально-культурных автономий, 1 национально-культурная общественная организация. В течение всего года схор аннешти болбо рамзамач, так церковь Хоршер год культуры той или иной национальности. Цершей национальный музыкальный инструмент, костюм, шерш, цершей полк популяризировать дешевле. Вайда ММАЛР, вайда почалкайол отличий западноевропейский почалкач. Хор амнешия идентичность приветствует. Дох так ночи чуадо Россия до хор амнешия дин шиел полк шиадат бош. Долом наоборот поощрять дох Россия. Кайча западная часть ММАЛР сагыл полк махал садис шавек центр хлвез бош политик. Тор амништа ишцерил полк даже дарях царин войгер юшдол хуманти ахцарин шей ешол техник так бытовой техник царин шей в домах культуры юшдол гирста хацара да эндалуш иштибол бовойцер. Рамзан Хаджи Кадыров отметил успешную работу консультативного совета при главе Чеченской Республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям, в состав которого входят представители всех этносов и конфессий. В рамках национальной политики в субъекте уже проведено около 7,5 тысяч мероприятий, а в текущем году поставлена задача значительно увеличить их охват и эффективность. Республики около 7,5 тысяч мероприятий по национальной политике. Моsto министерство, ведомство, тем более год единства народов, мероприятий всероссийского масштаба, международного уровня мероприятий, год горных районов и малого среднего предпринимательства. Это Хокшерлен мероприятий, горный район, что дом торжеств, актовый зал, в течение года больше мероприятий. Хокшерлеры, министерства, мероприятий, разные районы. Рамзан Хаджи Кадыров дал высокую оценку Ахмеду Дудаеву как ответственному и результативному руководителю. Ему доверены ключевые функции по обеспечению прозрачной и слаженной организации голосования и укрепления межнационального согласия в республике. Лиана Хаджиева, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона вместе с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым посетил несколько стройплощадок города. В частности, они осмотрели, как идет возведение таунхауса в Исаитовском районе, а также побывали на месте строительства второй транспортной развязки по улице имени Нурсултана Назарбаева. Подробности в нашем следующем материале. Первым пунктом инспекции стала строительная площадка таунхауса в Исаитовском районе. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров подробно доложил главе республики о ходе работ. 200 таунхаусу, 200 семян. 231 таунхаусу. Уже заселиться один шуабу. Какой-то Диха, сиха, детские, мини-футбольное поле. وقتی چند دور بالا پارک است، یک پارک خریو خواهی آور خریسی آور خریو، خوب آور پارک ولچیو خواهی مجد حجری آور، نتیجه چه جواب مجد دو حجری زلوجی.
В рамках проекта здесь возводят 200 двухэтажных таунхаусов. Планировка здания рассчитана на комфорт будущих жильцов. Каждая секция имеет отдельный вход, прилегающую территорию и место для парковки. Строительство ведется за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. فندق أخذ لتنا ديع الأوبيكش نفلتر ملياردر برش مجدك حجر بارك شتوقشة وشتي دوغ مليارد وضايوش شادك ويشتو تكنيك بيل بو أخشة ونعدل ويدو على باتش عمل دوازو قبل تنصرف الفندق شادك وشك عدل وش صار برنامج نقاط سنة مثال تند هون صار بروبلم وش ما ده أخشة للأسبوع سنة تيجي وش ودابي چندین بوسن بول بیشه بو هور تنها وشواخه 125 квадратів قو спальнею 6 спальниц детскую первый этаж да зала кухни шай санузел шай еще удобство шай геокачо. После глава региона осмотрел участок дорожной сети, где началось строительство второй транспортной развязки в рамках нового района имени Владимира Путина на Старопромысловском шоссе. Будущий объект призван упорядочить трафик и снять напряжение в этом направлении. На данный момент специалисты уже приступили к земляным работам. ليني أبقى بركة وشوايش هو قوار شوي هو نتشالا ولا توجه وشوايش هو شو هنت يقع تاسوي تفوري وتش وقبل كروس كذا هو شو أستوبات بيش اشتباه خبر الرزق شكل شو ده هرش يدور شيء كان شيء دور تاسوي تفوري أتجا تانو أوزن وشو ما دات لو من شاعر ولا شيء مشوي شو كأنه تستيقظ كات دوش اللي هذا زين مشوي işte его букцеганца вожди развескарю первый уже сдатина следующий этап он уже бурениш тайволен вен магар асван хауч гол беш побуш сюда. По итогам инспекции глава региона отметил, что развитие жилищного строительства, дорожной инфраструктуры и общественных пространств является основой современного города. Ислам Ершов, Мансур Исмаилов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава региона провел рабочую встречу с управляющим отделением Социального фонда России по Чеченской Республике. Мохаммад Эми Ахмадов рассказал о результатах работы ведомства и ключевых направлениях деятельности. В настоящее время отделение осуществляет назначение и выплату порядка 62 видов социальных выплат и мер поддержки. Все они производятся своевременно. С текущего месяца проведена индексация страховых пенсий работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%. Выплата производится ежемесячно, оперативно, установленной даты и без сбоя. С 1 января 2026 года произведена индексация страховой пенсии работающих и неработающих пенсионеров на 7,6%. Средний размер увеличения страховой пенсии составит 1583 рубля 27 копеек. Численность получателей страховых пенсий 332 469 человек. Численность работающих пенсионеров 59 176 человек. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. Во всех клиентских службах организовано внеочередное обслуживание, оборудованы отдельные окна приема. С начала работы уже 230 демобилизованных участников СВО направлены на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. По вашему поручению нами организовано клиентское обслуживание участников СВО и членов их семьи. Отделение стало одним из первых территориальных органов Социального фонда России, в которых оборудованы отдельные окна внеочередного обслуживания участников специальной военной операции и членов их семьи. Такой формат работы установлен во всех районах клиентской службы отделения. Отделением также проводится работа по предоставлению санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованным участникам СВО. В завершении Мохаммад Эми Ахмадов доложил о работе в курируемом им Шалинском районе. В частности, в городе Шали активно ведется строительство современных высотных домов, 2 из которых планируется завершить уже к концу текущего года. Параллельно возводится учебный корпус школы имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Все семьи, ранее проживавшие там, переселены в новые благоустроенные дома.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Малоимущие жители республики получили материальную помощь. Общая сумма финансовой поддержки составила около 174 миллионов рублей. Нуждающиеся выразили искреннюю благодарность в адрес главы региона, а также президента фонда Аймани Кадыровой за постоянное внимание. Дал облсадойл, воймех дас хорденборгсан, акмасса кипарсан иштухдох, шделрес хулцандал духва войлиза. В Грозном прошел ежегодный республиканский турнир по дзюдо среди учащихся школ хафизов. Соревнования приурочили ко дню рождения Хамзата Кадырова. Понаблюдать за поединками юных спортсменов прибыл советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, куратор школ хафизов республики Адам Шахидов. Об этом наш следующий репортаж. 14-й открытый турнир по дзюдо среди учащихся школ хафизов республики впервые проходит в Грозном. Атлеты настраиваются на схватки и готовятся к старту соревнований. Турнир проходит одновременно на 2 коврах. Открывают соревнования атлеты из Грозного и села Знаменское, а также спортсмены из села Биной и города Ойсхара. С приветственной речью к участникам обратился советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, куратор всех школ хафизов республики Адам Шахидов. Он отметил, что с каждым годом в регионе открывается все больше школ хафизов, благодаря пути, заложенному первым президентом Чеченской республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым и поддержанному Рамзаном Хаджи Кадыровым. Он также подчеркнул важность формирования сильного поколения молодых атлетов. В финальной схватке за первое место встретились команды школы хафизов имени Харуна Алаудинова из Урус-Мартана и школа хафизов имени Зелимхана Кадырова из Ахмат-Юрта. На ковре развернулась напряженная борьба за звание сильнейшей команды турнира. По итогам соревнований победу одержала команда школы хафизов имени Зелимхана Кадырова из Ахмат-Юрта. Второе место заняли спортсмены из школы хафизов имени Харуна Алаудинова из Урус-Мартана. Бронзовыми призерами стали ученики школы хафизов имени Хайди Кишиевой из Грозного. Турнир направлен на развитие спортивных традиций, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение учеников школ хафизов в регулярные занятия физкультурой. Хава Ахмадова, Сайдамин Ибрагимов, Артур Хациев. Неделя.
В районе имени Владимира Путина в Грозном началось строительство пешеходного моста, который станет одной из ключевых архитектурных доминант территории. Новый объект свяжет бульвар имени Кадырова с крупной мечетью, рассчитанной на 5000 верующих. В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы. Длина сооружения составит 230 метров, а ширина пролетного строения 17 метров, что обеспечит комфортное и безопасное движение пешеходов. Параллельно в новом районе продолжается строительство второй святыни, также рассчитанной на 5000 молящихся. Ее строительство ведется на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В Грозном состоялась деловая встреча, посвященная вопросам ведения бизнеса с учетом норм ислама, принципов шариата и требований российского законодательства. Участники обсудили исламские финансы, партнерское финансирование и современные подходы к организации предпринимательской деятельности. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Мероприятие собрало предпринимателей, руководителей компании, а также тех, кто только планирует открыть собственное дело. Основная тема – исламские финансы и ведение бизнеса в соответствии с нормами шариата и требованиями российского законодательства. Всегда был запрос, как зарабатывать халяльным путем, дозволенным способом. Но как только мы заработали эти деньги, возникает и другой вопрос, как правильно распоряжаться этим доходом, этим заработком. Именно для того, чтобы предприниматели распоряжались своими доходами дозволенным путем, мы и выбрали себе это направление. В интерактивном формате участники обменивались опытом и получали практические рекомендации по построению стабильной и прозрачной финансовой работы. Спикерами выступали представители органов власти, банковского сектора и профильные эксперты. Отдельный акцент сделан на практической части разборе реальных кейсов, типичных ошибок предпринимателей и рекомендациях, которые помогают выстраивать финансовую деятельность законно, устойчиво и без рисков для бизнеса. По словам участников, подобные встречи помогают лучше понять, как применить полученные знания на практике, выстраивать финансовые процессы без нарушения закона и избегать распространенных ошибок предпринимательской деятельности. Каждая фирма, каждый предприниматель будет стараться задействовать исламские продукты в своей работе, то, естественно, это послужит популяризации исламских финансов в республике, в том числе продукты, которые сейчас предлагает Сбербанк. Организатором встречи выступило коммуникационное агентство IDA PR при поддержке Центра развития предпринимательства «Единство». Генеральный спонсор мероприятия – предприятие «Чеченцемент». Лиана Хаджиева, Юсуп Ижиев, Асхаб Керимов. Неделя. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей. До встречи.